новости на телеканале ВСТ. Из домашней студии Айнур Гибадуллин. Здравствуйте. 9 из 14 умерших от новой коронавирусной инфекции были пациентами РКБ. Такие данные сообщили на брифинге Минздрава Республики. По данным эпидрасследования Роспотребнадзора, нулевой пациент с COVID-19 прибыл в республику в феврале. Тогда еще не ввели карантинные мероприятия. Представители Центра гигиены и эпидемиологии отметили, что возникновение очага в главной республиканской больнице – это неблагоприятное стечение обстоятельств. Сейчас 552 сотрудника медучреждения отправлены домой на двухнедельную самоизоляцию. Им открывают больничные листы. К слову, для них теперь работает отдельная горячая линия. Также в Минздраве отметили, что все 175 пациентов больницы теперь размещены в одном корпусе, в других же зданиях продолжается дезинфекция. Высвободили корпус хирургический, он сегодня будет продезинфицирован. Мы высвободили 2 корпуса, это трехэтажный корпус терапевтический. И высвободили диагностический корпус практически полностью для того, чтобы зашла администрация и могла обеспечивать работу стационара. 9-этажный терапевтический корпус у нас стал настоящим ковид-госпиталем. Сейчас 21-я больница в Уфе и Белебеевская ЦРБ полностью находятся на карантине. Частично его ввели еще в 8 медучреждениях региона. Умерших от коронавируса за сутки в республике нет. Выздоровели 4 пациента, теперь их всего 38. В то же время выявили еще 25 человек с инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в Башкортостане выросло до 396. Между тем, на стройплощадке инфекционной больницы, которую возводят под Уфой для коронавирусных пациентов, начался новый этап. Строители завершили возведение общежитий для врачей и теперь приступили к монтажу лечебных корпусов. Сдача объекта намечена до 25 мая. Артур Шамсудинов побывал на строительстве объекта и увидел, насколько изменилась стройка за последние несколько дней. Проект новой инфекционной больницы все больше приобретает конкретные очертания. Сваи забиты, горизонтальная обсыпка территории завершена. Заливается фундамент под лечебные корпуса. На кадрах сверху без труда угадывается знакомая фигура соцветия курая. Интересное в определенном роде архитектурное решение, не только в плане эстетики, но и практичности. Это очень эффективная форма. И мы минимизировали внутренние перемещения по больнице врачей, а также имеем внутреннюю связь в рабочей зоне, которая позволяет оперативно перебрасывать бригады врачей от палаты к палате, без выхода их на улицу. В том числе и реанимационные бригады. 7 лучей, из которых 4 лечебные корпуса, 2 реанимационные и еще 1 административный. Всего будет около 100 палат, 82 из которых боксированные. Одно из лечебных зданий рабочие обещают возвести в течение ближайших дней. Сейчас вовсю собирается каркас. Они все одноэтажные, это ЛСТК, легко собираемые конструкции. Там можно увидеть, пришли панели, из которых будут собираться стены к этим корпусам. Бетонные работы строителей планируют закончить уже на этой неделе. Завершить должны и кольцевую дорогу, по которой будут курсировать машины скорой помощи. Перед заливкой фундамента предстоял большой объем работы по выравниванию площадки. Для этого рабочие срезали так называемый благородный грунт, то есть верхний слой почвы. Его, кстати, используют здесь же для благоустройства. Вот уже там, вдалеке, начали высаживать деревья. Параллельно рабочие проводят систему водоснабжения, отопления и канализацию корпусам больницы. Коммуникации уже подвели к зданиям общежития для врачей. Рабочие трудятся в 3 смены, чтобы успеть сдать объект к намеченному сроку. Артур Шамсудинов, Артур Елаев и Виктор Миренков. Новости. Уфимский район. Полсотни жителей республики вернулись сегодня из Индии и Турции. Сегодня в аэропорту Казани приземлились 2 борта с нашими туристами из Гоа и Анталии. Власти республики организовали их трансфер до Уфы и поселили их в обсерватор. Там они будут находиться 2 недели. Подробности у Айгуль Резяповой. Отлично. Молодцы. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста. Для них это путешествие еще не закончилось. Туристы хоть и приехали в республику, но еще 2 недели будут жить в обсерваторе на базе санатория «Радуга». Они целый месяц ждали эвакуации. Когда авиасообщение между странами закрыли, башкирские туристы остались за границей. Они рады, что вернулись на родину. Уставшие, с чемоданами и с детьми на руках, поселились в обсерватор. Пока непонятно, в дороге почти больше суток, поэтому пока сильно устали, немножко непонятно вообще, где мы, что мы, как мы. И резкий перепад температуры от плюс 35 до
плюс 10, по-моему, поэтому пока нужно отдохнуть, прийти в себя. Но вообще, конечно, рады, что мы хотя бы дома. Всего же сегодня в Уфу приехали 50 туристов. Ранним утром в аэропорту Казани приземлились 2 рейса с россиянами из Гоа и Анталии. По поручению главы республики Радия Хабирова для них организовали трансфер. Туристов встречали 2 комфортабельных автобуса Башавтотранса. У нас привезли в санаторий, где казанских будут распределять, потому что туда привезли весь багаж. И там нас ждал уже автобус наш родной, башкирский. Вот, вместе с Салаватом, спасибо большое, была прям забота, так приятно. Мы сразу забрали чемоданы, сразу сели в теплый автобус. Нормальная комната, все есть, новое чистое белье, прекрасное, новые полотенца. Очень приятно, кстати, прям неожиданно встретили. Туристы будут находиться в обсерватории в течение 14 дней. На базе санатория «Радуга» для них подготовили 2- и 3-местные номера, в которых есть все для проживания от диванов до телевизора и Wi-Fi. Семьи никто не разлучает, они живут совместно. В каждом номере есть свой санузел, душевая, организовано 3-разовое питание. То есть будет оказано содействие в обеспечении досуга детей, в том числе, знаете, там краски кому-то порисовать. В общем, в каждом номере размещен телевизор, Wi-Fi, чайник электрический, микроволновая печь. То есть люди себя чувствуют комфортно. Ну, я думаю, еще у нас аналогичные рейсы будут. Не исключено, что такие же рейсы будут напрямую в Уфу. Все будет зависеть от того, сколько граждан мы соберем как бы в одной точке. И сколько человек могут реально улететь. После этого будет принято решение на федеральном уровне об организации таких рейсов. Сейчас за границей остается около 300 жителей Башкортостана. Чтобы вернуть туристов домой, понадобится время. Как только самолеты будут укомплектованы, всех привезут в Уфу. Будут ли это прямые рейсы или же в другие города России, пока неизвестно. По приезду в столицу Башкортостана квест для туристов вернуться домой будет пройден только после 2-недельного карантина в обсерваторе. Айгуль Резяпова, Эльза Исламова, Эльдар Гареев. Новости Уфа. В республике помогают врачам. В Уфе для медиков ковид-госпиталя приготовили плов. Сотрудники агропарка передали медикам около 100 порций узбекского блюда, а также овощи и фрукты. Подробности далее. Плов у нас самаркандский. Мы сами из Самарканда. Рецепт плова мне научил мой отец готовить. Так что для того, чтобы плов попал сегодня на стол врачам, его рецепт проделал большой путь в несколько поколений и стран. Правила ингредиентов 1 к 1. На 10 килограмм риса 10 килограмм мяса и столько же моркови. В семье Данияры Шанкулова принято, что плов готовят только мужчины. Свое первое блюдо в Казани он приготовил еще будучи ребенком в 12 лет. Секрет только одно. Готовим с любовью, стараемся вкусно готовить. Ингредиенты, то, что надо, все по норму добавляем, ничего не жалеем. Таким образом, компания «Агропарк Евразия» и ее предприниматели решили сказать спасибо медикам и поддержать их. К плову добавили салат и лепешки из собственного производства. Помимо этого, в больницу отправили фрукты и овощи. Мы считаем, что это хорошая позиция, ее придерживается наше руководство, потому что вот в таких условиях трудных нужно быть вместе, сообща и помогать друг другу. И вот таким образом мы сегодня поддерживаем наших врачей. Я думаю, что работа будет продолжена. В общей сложности мы помогли, скажем так, раздали 1,5 тонны фруктов. Компания передает овощи и фрукты малоимущим семьям, оказывает адресную помощь. Не так давно республиканский кожно-венерологический диспансер перепрофилировали в госпиталь для пациентов с коронавирусом. И именно туда и доставили посылку врачам. Готовили перед самым обедом, чтобы плов на стол подали теплым. От лица всех сотрудников, которые находятся на рабочих местах кожно-венерологического диспансера номер 1, хотим выразить благодарность агрофирме «Евразия» за проявленное внимание и заботу в такое непростое для нас всех время. Спасибо. Они не видят близких и не скоро попробуют домашнюю еду. И такие посылки, признаются врачи, и вправду придают им сил. Анастасия Чебаева, Булат Закирьянов. Новости Уфа. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.